1 июля 2016 года внесены изменения в Федеральный и Республиканский закон о ветеранах труда. Звание ветеран труда присваивается гражданину, который имеет награды бывшего СССР, Российской Федерации, грамоты и благодарственные письма от президента. Однако одних регалий недостаточно. Что еще нужно для получения звания ветеран труда? То есть сегодня при присвоении звания ветеран труда необходимо наличие трудового страхового стажа для мужчин не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей отрасли. Вот такие изменения были внесены федеральным и республиканским законодательством. Поэтому, естественно, при предоставлении документов, которые дают право на присвоение звания ветеран труда, кроме основных, это наградных документов, это паспорта, фотографий, необходимо сегодня предоставлять в наш адрес и справку о трудовом страховом стаже. Эту справочку можно получить в пенсионном фонде, если гражданин не работает. Эту справку может выдать по месту работы, а также можно предъявить трудовую книжку в наш адрес. Это вот основные изменения, которые коснулись. Необходимо отметить, что если наградные документы вручены гражданину до 30 июня, то порядок остается прежний. Вот этих документов предоставлять нам не надо о стаже, потому что закон вступил в силу с 1 июля 2016 года. В принципе, вот основные изменения, которые коснулись, но здесь я хотела бы отметить, что это касается присвоения звания ветеран труда согласно федеральному закону о ветеранах. И не надо путать о ветеранах труда Республики Коми. Там все остается неизменным, то есть наличие стажа 35 лет для женщин, возраст 55, и для мужчин возраст 60 и стаж 40 лет. Это две немножко разные категории, поэтому изменения коснулись только федерального законодательства о ветеранах, которые награждены орденами и медалями СССР, России, ну и другими ведомствами.